Здравствуйте! В прямом эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. По традиции начнем с значимых событий в столетней истории ТССР. И вот каким было 11 апреля. В 1920 году в Казани открыли первый стационарный цирк. Его построили братья Никитины на Банном озере, сейчас Черное озеро. За 30 лет здесь выступили клоун Карандаш, семейство Дуровых, Юрий Никулин и Олег Попов. В 1961 году цирк сгорел. Через 6 лет новое здание возвели на Булаке. В 1957 году решением Казанского горисполкома улица Международная переименована в улицу Кавина. В этот же день, в 1989 году, создана редакция «Книга памяти». Общественная организация занималась поиском мест захоронения уроженцев Татарстана, погибших на войне. Сегодня это 28-томная книга на русском и татарском языках, в которой увековечены имена более 350 тысяч земляков. В этот день, в 1990 году, открылась первая сессия Верховного Совета Татарской ССР. Председателем избрали Ментимира Шаймиева. Тогда же депутаты приняли постановление о прекращении строительства АЭС в Татарстане. Ее возводили вблизи поселка Камские Поляны. А сейчас переходим к событиям этого дня и коротко о главном. Все кладбища республики перешли на карантин. 36 лет, другое дело, как я ничего не боюсь. Соблюдают ли его татарстанцы перед Пасхой, увидела Юлия Муратова. Ажиотаж за семенами. Такие дни торговли у нас бывают не каждый день, особенно в зимние периоды. Мы сидим. А сейчас у нас самый-самый сезон работы. Нет ли дефицита и что собираются сажать татарстанцы, расскажет Салават Мухаммадулян. Пернатый доход. Яйцо бройлерное КОП-500 из Словакии. Какарские фермеры из европейских яиц получают татарстанских птенцов, увидел Рамиль Шайдулин. Миссия найти. Меньшинство из них знает об этой пенсии. Как дети участников Великой Отечественной войны могут получить специальную выплату, узнал Дмитрий Аринин. И сейчас оперативные данные штаба по борьбе с коронавирусом. Число инфицированных в Татарстане достигло 73 человек. За прошедшие сутки еще 23 новых случая. 18 из них жители Казани, 2 из Челнов и по одному в Альметьевске, Пестричинском и Высокогорском районах. 2 младше 18 лет. Среди заболевших большая часть заражены контактным путем. Число заболевших растет и в стране. За сутки 1667 новых случаев. Сегодня Рустам Минниханов в своем инстаграм вновь призвал татарстанцев оставаться дома и в картинках показал, как хорошо можно провести время с семьей. Посты он сопровождает специальным хэштегом. К слову, накануне по его поручению в городах республики были усилены патрули, выявляющие нарушивших режим самоизоляции татарстанцев. Сегодня полицейские проверяли разрешение у всех, кто въезжал и выезжал из Казани. СМС-пропуска или справки от работодателей были у большинства, и проблем с их получением ни у кого не возникло. В республике каждый день проверяют цены на социально значимые товары. Об этом сегодня президенту доложил министр экономики Медхат Шагиахметов. По его словам, в среднем на 5% выросли цены на овощную продукцию. Но это связано с сезоном. Ажиотаж спал, но за 11 дней апреля безработных в Татарстане стало больше на 732 человека. При этом почти 27 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса получили отсрочки по уплате налогов, и некоторые предприятия занялись производством масок. По пошиву масок на сайте Министерства промышленности размещен список предложений предприятий с контактными данными, которые изготавливают многоразовые защитные маски. По состоянию на 10 апреля размещена информация по 60 предприятиям республики. Очередность ремонта дворов должна зависеть от активности населения и готовности ТСЖ и управляющих компаний. Такую задачу сегодня поставил Рустам Минниханов на субботнем совещании. Президент отметил, что программа «Наш двор» будет продолжена. Сейчас самыми активными являются жители из Казани, Набережных Челнов и Альметьевска. Чаще всего люди жалуются на нехватку парковочных мест и обращаются с предложениями по доработке планов схем дворов. Этот год стартовый, нам очень сложно будет. Но все-таки нам надо научиться работать с населением, слушать их. Население не только слушать надо, населению надо объяснять, вот что мы хотим сделать, почему мы это хотим сделать. С понедельника, 13 апреля, МФЦ республики приостанавливает прием документов. Исключений 2. Если прием ведется по предварительной записи на определенную дату и если заявление нельзя подать через портал госуслуг. Соответствующее постановление подписал Кабинет министров республики. Помимо этого, 17 системообразующих предприятий возобновили производство, а с понедельника смогут приступить к работе и их подрядчики. Разрешена теперь деятельность салонов связи, но если у них есть отдельный вход. Такси могут одновременно перевозить не больше 2 пассажиров, при этом все находящиеся в салоне должны быть в масках. В парках и скверах находиться во время пандемии по-прежнему нельзя.
И сегодня же вступил в силу запрет на посещение кладбищ. Привыкшим навещать могилы умерших близких в православные праздники, это придется отложить до отступления пандемии. Исключение похороны. Но, как убедился наш корреспондент, запрет соблюдают не все. Арское кладбище, субботнее утро, впереди православные праздники. Сегодня здесь тихо. Карантин закрыл сюда дорогу живым. Навещать усопших с этого дня нельзя. Отмена запрета будет зависеть от скорости распространения вируса. Пока доступны только ритуальные услуги и обращения за погребением. Однако запрет соблюдают далеко не все. За 15 минут уже несколько посетителей. Вы здесь на могилку пришли, наверное, да? Угу, после службы. О том, что на кладбище заходить запрещено, знают пока не все. Постановление о запрете подписало правительство Татарстана накануне. Подобные меры призваны оградить в первую очередь пожилых людей. Именно они чаще всего навещают усопших. Всегда хожу. Это мое место. По 8 лет ходил по кладбищам, и никто ни разу не тронул. Было бы мне 36 лет, другое дело. Сейчас я ничего не боюсь. Чтобы сдержать вот таких настойчивых граждан, на некоторых кладбищах Казани и вовсе закрыли все входы. А на Новотатарское кладбище попасть и вовсе невозможно. На входе висят замки, а доступ разрешен только для похоронных процессий. Здесь же рядом висит и объявление о запрете от Кабмина, что все нарушители будут привлекаться к административной ответственности. А на Архангельском кладбище абсолютная тишина и покой. Здесь даже нет одиночных посетителей, чего перед Пасхой и верным воскресеньем не бывает практически никогда. Кладбище полностью перешло на карантин, а начальство работает дистанционно. Воздержаться от походов на погосты призывает и церковь. По словам митрополита Казанского и татарстанского Феофана, посещение могилы перед Пасхой – это советская привычка. Сам же праздник символизирует жизнь, и никакого религиозного смысла в такой традиции нет. Пойти в любой момент и в течение года можно. Но, учитывая ситуацию, надо включать разум. Пойти, чтобы заразить или заразиться, а где же тогда наша любовь? Твоя милостыня, твоя любовь к твоим уже лежащим на кладбище, если ты к ним не пойдешь, а может быть позаботишься как-то о тех, кто нуждается. Церковь также призывает молиться дома и не посещать храмы в период пандемии. Тем более все церковные службы транслируются в онлайн-режиме. Юлия Муратова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Он поражает 200 человек из 100 тысяч. Сегодня Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Эти люди полностью зависимы от других. Они не могут обслуживать сами себя. Тело не слушается мозга. Есть ли шанс у больных вернуться к полноценной жизни? С ведущим нейрохирургом республики в режиме онлайн пообщалась Юлия Муратова. Айрат Фаритович, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня Всемирный день борьбы с заболеванием Паркинсона. Действительно ли подвержены этому заболеванию люди, которые уже старше 65 лет, пожилые люди, или все-таки, допустим, я вот молодая, да, 27-летняя, без вредных привычек, могу, допустим, тоже быть подвержена этому заболеванию? Ну, можете, но с очень невысокой вероятностью. В основном все-таки заболевания пожилого возраста. Есть ранние формы с генотипом определенной генетической программы, но это крайняя редкость. Ну, у нас есть в Казани девочка 11 или 12 лет. Ну, это, знаете, казуистика. А может ли быть такое, что ты живешь и не знаешь, что у тебя уже начала развиваться болезнь? Обычно все-таки это медленное, доброкачественное такое течение, постепенно нарастающая клиника. Если говорить о каких-то проявлениях до еще развития двигательных расстройств, например, снижение обоняния, если даже знать, что вот есть предпосылки к развитию заболевания, как-то сдержать его невозможно. А есть ли профессии, с которыми есть больше риска заболеть? Болезнь Паркинсона никак не ассоциируется ни с видом, ни с профессией, ни с какими-то там вредностями. Причина-то одна, там постепенно начинают исчезать клетки в черной субстанции в стволе, которые участвуют в передаче информации в системе, обеспечивающей подготовку к движению. Что можно посоветовать родственникам больных, ведь люди с Паркинсоном могут быть эмоционально нестабильны? Основная проблема этих больных – это прогрессирующая обездвиженность. Хирургия позволяет снова устраиваться родственникам на работу, потому что больше не требуется ухаживать за больным родственником. Айрат Фаритович, спасибо большое за подробную информацию. До свидания. Очистить территории без массового скопления людей. Такой призыв сегодня сделал министр экологии республики Александр Шадриков. Напомним, 1 апреля стартовала эковесна. Жители могут принять участие в ней, обратившись по поводу нарушений. Сделать это можно через системы «Народный контроль», «Школьный экопатруль» и социальные сети. Выезд на дачу – самая популярная причина для получения разрешения на выход из дома в период самоизоляции. Чтобы садовые участки не пустовали, на минувшей неделе Рустам Минниханов разрешил продажу семян, саженцев и рассад. Нет ли дефицита на прилавках и есть ли ажиотаж, расскажет Слават Мухмадуллин.
У меня началось с макушек, и потом вот все распространилось. В магазинах по продаже семян ажиотаж, указ, очереди. Консультанты работают практически без перерывов. Кому лучок, кому картошки, третьим огурцов. Выбирать есть из чего. Экватор весны – сезон. Людей меньше, чем в прошлые годы, потому что, самоизоляция есть самоизоляция. Но те, кто горят садом, те, кто понимает, что и как сажать, выращивать, кому-то семенной картофель надо, кому-то цветы, кому-то там другие культуры, редиска, капуста или еще что-то. То есть приходит, получает, высаживает. А еще неделю назад магазин был закрыт. Разрешение на продажу в это непростое время такие продавцы получили после поручения Рустама Минниханова. Президент поддержал всех дачников. Как бы тяжело нам не было, надо поддерживать. Это основная часть людей, которые нуждаются в поддержке, которые благодаря своим присадебному участку обеспечивают себя свежей продукцией. Это уже агропарк, и здесь тоже очередь за семенами. Хотя во время стояния можно потратить с пользой и сделать необходимый выбор. Выбор есть, заверяет нас продавщица. Многие покупатели приходят уже с готовым списком необходимого и по листку набивают мешочки. Такие дни торговли у нас бывают не каждый день, особенно в зимние периоды мы сидим. А сейчас у нас самый сезон работы. Хватит ли всем? Никто ли не остался? Да нет, конечно, хватит, потому что в данный момент мы заказали товар. Только что, видите, у меня тут все разложено, я получаю товар. То есть товар в достаточном количестве. Хотя у некоторых возникли сомнения насчет наличия саженцев и рассад. То, что разрешили продавать семена и саженцы, это очень хорошо. Разрешить в Татарстане это одно, а ведь многие саженцы привозят из других регионов. Поэтому их может сейчас и не быть. Но у покупателей, которых мы сегодня встретили, таких проблем не возникло. Конечно, уже приобрели, но докупаем какие-то, если что-то забыли подкупить. Нужно. Сейчас как раз начинается посевная пора, на следующий выходной поедем на дачу, будем все сажать. Это очень нужная вещь. Сейчас же начинаются весенние полевые работы, тоже зашел купить семена. Обработать нужно все, деревья от всяких инсектицидов. Это все нужно сделать, потому что день, год кормит весна. Так что для дачных дел созданы все условия. Но в любом случае, при поездках в огороды и походах за семенами главное соблюдать все меры безопасности. Салават Мухаммадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. На этой неделе полевые работы велись по фактической погоде. Несмотря на дожди, состояние озимых не ухудшилось. О ходе посевной кампании сегодня рассказали в Минсельхозе. В планах аграриев увеличить площади рапса и сои. Масляничные культуры являются экспортно-ориентированными. Также, чтобы не лишаться бюджетной поддержки, глав районов сегодня попросили провести ревизию используемых семян. Цыплят по осени считают, а вот выводят по весне. Арские фермеры в эти дни не могут себе позволить сидеть дома. В инкубаторе одного из КФХ начали вылупляться первые птенцы, которые вскоре разлетятся по всему Поволжью. Этим пушистым желтым комочкам нет и суток, но цыплята уверенно стоят на ногах и даже пытаются играть. Все они, братья и сестры, вышли из одного инкубатора. Прежде чем вылупиться, цыплята прошли 3-недельный путь. Сначала сюда привезли яйца, а потом их заложили в инкубационные шкафы. Привозим яйца, яйца укладываем в лотки, на 19-й день переводим в выводные шкафы. В этих шкафах за 3 дня выводятся у нас цыплята на 21-й день. Всего в одном крестьянско-фермерском хозяйстве Нигматуллины выращивают и бройлеров, и несушек, и уток, и гусей, и индюшек. Есть свое оборудование и техника, которые в 2013 году фермеры закупили на средства республиканского гранта. Собираемся в этом году уже участвовать в гранте на семейные фермерские хозяйства, расширяться, закупать новые шкафы, инкубационные, выводные шкафы. В данном случае это яйцо бройлерное КОП-500 из Словакии. Из европейских яиц уже 7 лет здесь вылупляются татарстанские птенцы. И пользуются спросом. Арских птиц раскупают по всему Поволжью. К нам приезжают оптовики с Ульяновской области, с Чувашии, с Мордовии, с Марийской республики. Ну и, конечно, местные. Много лет уже мы работаем, сюда приезжаем. Выращиваем и продаем, и суточными, и подрощенными, и на мясо оставляем. Через 3 недели здесь ждут уже новых цыплят. В инкубаторах не одна партия яиц. Фермеры сохраняют влажность и температуру, чтобы птица была здоровой. Рамиль Шайдуллин, Рания Абдрахманова, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Арский район.
Усиленный контроль в режиме самоизоляции. Станция очистки воды – стратегический объект города. Именно отсюда в Нижнекамск поступает чистая вода. Какие меры принимают во время санитарно-эпидемиологического режима и как в условиях всеобщей самоизоляции работает объект, сотрудники рассказали и показали нашей съемочной группе. Стратегический объект продолжает работать в штатном режиме. Санитарный усилился тем, что все контактные поверхности тщательно дезинфицируются. Обработке подвергается и территория станции. Сегодня у нас была проведена дезинфекция дезинфицирующим раствором, а конкретно хлорной водой с содержанием активного хлора 0,5%. Этой концентрации достаточно для проведения качественной дезинфекции, качественно обеззараженной территории. Усиленные меры безопасности принимаются и на рабочих местах. Непрерывную работу станции обеспечивают около 130 сотрудников. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты. Режим работы у нас не поменялся. Все также работаем без перерывов, в штатном режиме. Очищаем воду. Здесь у нас проходит очистка воды через кварцевый песок, чтобы люди пили вкусную, чистую воду. Затем, насколько чистая вода уходит в город, следят в лаборатории, проверяют на десятки параметров. Органический и неорганический состав, содержание металлов и многое другое. Ежемесячно питьевая вода проходит контроль по 70 показателям качества. Каждую смену отслеживается 20 из них, в частности микробиологические показатели, содержание хлора, а также запах, вкус, цветность и мутность. Нижнекамская очистная станция продолжает работать в бесперебойном порядке, чтобы в режиме всеобщей самоизоляции город был обеспечен чистой водой. Светлана Звонарева, Кирилл Давкаев, Рафаэль Ракипов, ТНВ, Нижнекамск. В Татарстане ищут детей-инвалидов, участников Великой Отечественной войны, в том числе считавшихся пропавшими без вести. Им положены специальные выплаты. Ранее президент Татарстана поставил задачу сделать все возможное, чтобы число имен в списке пропавших без вести постоянно сокращалось. Как идет эта работа и как можно получить выплаты? Об этом наш корреспондент Дмитрий Аренин пообщался с председателем Ассоциации «Клуб воинской славы» Михаилом Черепановым. Добрый день, Михаил Валерьевич. Я знаю, вы уже несколько лет возглавляете клуб воинской славы. Скажите, чем занимается эта организация? Ну вот последние несколько месяцев, несмотря на такие условия, по поручению нашего президента Минниханова, рабочая группа нашей ассоциации продолжает розыск пропавших без вести наших земляков в годы Великой Отечественной войны. Просто у нас до сих пор их еще 173 тысячи было. Ну вот 13 тысяч из них мы нашли буквально за несколько месяцев. И сейчас рассылаем эти сведения по районам республики, чтобы найти родственников. А для чего это нужно делать? Ну, в первую очередь, я считаю, что самое главное сегодня – это успеть выдать дополнительную пенсию детям погибших военнослужащих. Вот это вот постановление, принятое Путиным в 2012 году, оно действует, 142-е. О дополнительной пенсии именно детям военнослужащих, погибших в годы войны. Не внукам, не племянникам, не каким-то другим родственникам, а именно детям. По моему опыту, около 5000 таких дочерей и сыновей погибших военнослужащих живут в нашей республике. И только меньшинство из них знают об этой пенсии. Что нужно сделать, чтобы получить ее оформить? Это мы можем предоставить сведения о гибели, а военкомат продублировать на своем бланке, что он человек действительно призванный на фронт и не вернувшийся домой. Это первое. Второе, это, конечно, нужно обратиться в мировой суд по месту жительства, предъявить документ о том, что вы дочь или сын этого человека, что вам было тогда меньше 18 лет, а это действительно существенно, да? И вот тогда суд присваивает этому человеку статус наследника. Если двое живо, двое детей, значит двоим дается такой статус. И вот эта дополнительная пенсия выплачивается в размере 14 тысяч на одну семью. Но главное условие – человек должен иметь статус инвалида. А если не инвалид? Адвокат в суде может доказать, что сегодняшнее состояние здоровья любого из 80-летних стариков – это последствия его сиротского детства.
А как люди могут узнать, что их родственник воевал и неправо это имеет? Это администрация сообщит или кто это должен сделать? Ну, во-первых, мы рассылаем эти списки по районам уже сейчас. А кому конкретно? И задача... Вот как раз хороший вопрос. Задача администрации районов назначить конкретного человека в районе, ответственного за эту работу, чтобы он распределил по сельсоветам, по муниципальным образованиям эти списки. Михаил Ильич, спасибо, что прояснили такую ситуацию. Как заканчивается неделя? Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». А сейчас самое интересное в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике «В сети». Я же с вами прощаюсь. До встречи. Всем привет! Сначала мы отпрашиваемся у начальства, чтобы пораньше с работы уйти, а сейчас втайне от президента пытаемся сходить на работу. Шел уже, не помню какой день, самоизоляции, и некоторых понесло уже немного не в то русло. Уголь, вот я. Я шоколадный. Друзья, контролируйте себя. Осталось совсем немного, и уже потом мы спокойно выйдем на улицы и вдохнем здоровым воздухом. А пока предлагаю прогуляться, но виртуально, по самым интересным и забавным новостям интернета. Это рубрика «В сети». Начнем. В Казани уже запускают приколы для своих соседей. Если еще есть кто-то живой, если кто-то выжил, я могу дать вам еду. Предоставить убежище. Забавный пранк. Я бы, конечно, не смог спокойно выйти. А вы бы испугались? Вот, например, парень из Москвы после подобной шутки передумал вообще куда-либо идти. Внимание отрядам гражданской обороны. Обнаружено уклонение от карантина. Изолировать, допросить, ликвидировать. Так что, друзья, прежде чем выйти из дома, хорошенько подумайте. Продолжая тему карантина, поход за продуктами в некоторых семьях выглядит посерьезнее, чем полет на Марс. Ну что, отправляем Витю за продуктами. Это просто... Купишь хлеба. Но, друзья, шутки шутками, а это все серьезно. Зато в магазине будет он вне очереди, это точно. Люди просто будут бояться подойти к нему. Отличный ход, кстати. Запомните раз и навсегда, что никакая самоизоляция не остановит татарскую душу, которая рвется петь и танцевать. И что самое важное, все в рамках закона. Дистанцию все соблюдают, все на карантине, дома, 100 метров от дома не отошли, все рядом. Скандальное видео из Казани. Водитель легкового автомобиля не просто не уступал дорогу машине скорой помощи, а еще неоднократно подрезал. А в конечном итоге вообще заблокировал путь и начал разбираться с фельдшерами скорой помощи. Пациент, которого везли на скорой, скончался в реанимации, и врачи говорят, что его поздно привезли в больницу. И ответьте мне теперь, как можно быть таким? Где вообще мозги у этого водителя? Чем он думал? Не хотел дома самоизолироваться, теперь, видимо, будет в другом учреждении изолирован от общества, потому что казанцы уже вовсю требуют наказать этого упрямого глупца. Надеюсь, это единственный водитель в своем роде, и таких больше нет. А сейчас наша традиционная рубрика «В сети с президентом». На этой неделе Рустам Минниханов снова оказался на уроке в школе. Только на дистанционном уроке. Спасибо, что стараетесь улучшить мир для нас. Также Рустам Минниханов отправился по всем районам республики, дабы проконтролировать работу по предотвращению распространения коронавируса. Она стоит и говорит, пока это не проверю, никого не пущу. И она права. Жестко, четко и по делу. Будьте, друзья, максимально осторожны. А сейчас топ-тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте по-прежнему дистанционное обучение, и с каждым днем в сети появляется все больше и больше веселых приколов про это. Доброе утро! Вова уроки делать не будет, мы все из-за него поругались с дочерью, он всем сделал нервы. Ему так неудобно, в телефоне не видно, камера дурацкая, 100 причин. Мы не будем так заниматься. Вот закончится карантин, пусть в школе сам занимается. На втором месте приложение Zoom для видеоконференций. И замыкает топ WhatsApp на компьютере, куда, кстати, и присылают те самые приколы.
Также Яндекс по всей России проверяет уровень самоизоляции горожан. Шкала 5-бальная, где 5 – город пустой, 0 – много людей на улицах. Так, например, в Казани на сегодняшний день индекс самоизоляции 3,1. Это значит, что на улицах есть люди. Давайте все же останемся дома еще чуть-чуть. На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои новости, видео, фото. Короче говоря, будьте в сети. И самое главное – дома. Пока! Эта дыхательная практика помогает сохранять спокойствие. И она прекрасно подходит, чтобы заказать лекарства на farmland.ru. farmland.ru – гарантия качества и профессионализма. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно. Агрофирма Атабаевская реализует суточных гусят и утят. Яйца гусиные и утиные. Недорого и с доставкой. Телефон в Казани 212 11 53. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Волга-радиосы. Мы первые в Татарстане. Здравствуйте! Воскресный день вернет нас в зимний пейзаж. Подробности после полезной информации. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2 167 166 или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево в предстоящие сутки будет облачно. Ожидаются осадки. Днем 9-11 тепла. Похолодает в Набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге. Также ожидаются осадки и плюс 11. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше ожидается облачная погода, пройдет дождь. Ветер усилится. Похолодает днем плюс 9-12 градусов. В Арске, Кукмаре и Балтаси будет облачно и осадки в виде снега. Холодно до плюс 5. В Болгаре, Дрожжином, Буинске не обойдется без осадков и понижения температур до минус 1. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше ожидается дождь, температура незначительно понизится. Днем 8-11 тепла. В последующие сутки осадки прекратятся, а температурный фон начнет расти. В Казани ожидается облачная погода. В ночные часы дождь, а в дневные снег и плюс 1 градус. Ветер северный, сильный, порывистый. Местами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 87%. Перепады температур могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Берегите себя и ваших близких. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго!